150 лет назад был образован Институт судебных приставов в России в соответствии с указом Александра II о введении в действие судебных уставов, в которых впервые были определены полномочия, компетенция, права судебных приставов. Сегодня в нашем управлении работают 771 человек, из которых 696 гражданских служащих. Костяк управления – это 180 судебных приставов-исполнителей и 310 приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов и 20 дознавателей. Работа пристава-исполнителя – это весьма сложная работа. Она требует комплексных правовых, экономических, финансовых знаний и хорошей психологической подготовки, поскольку работа пристава она связана и с психологической нагрузкой. Поэтому, как я уже сказал, работа сложная и требования высокие. Поэтому не все с этой работой справляются и в профессиональном плане, и в плане психологическом. Средняя нагрузка по республике составляет сегодня 2000 производств на одного пристава-исполнителя. Это, учитывая специфику нашей республики, большую территорию, соответственно, у нас в северных районах нагрузка значительно меньше, а в центральных значительно выше. Мы полагаем, что это серьезная нагрузка, тем не менее, с которой в целом нам удается справляться. Категории производств самые разные. Должниками являются и физические лица, как вы правильно сказали, алименты, должники по кредитным обязательствам, должники по платежам за жилищно-коммунальные услуги. Должниками могут быть и юридические лица, должниками могут быть и публичное образование, муниципальное образование или субъект Российской Федерации в виде органов местного самоуправления или органов государственной власти. Какие случаи бывают? Как люди, вообще обычные люди, наши граждане относятся к вашим сотрудникам? Вопросы психологии, вопросы сложные. Пристав, он, по сути, оказывается между двух огней, между должником и взыскателем. Пристав принимает какие-то меры принудительные, я подчеркиваю, в отношении должника. Естественно, должник воспринимает это зачастую эмоционально. Человек, когда отдает свое, он все считает своим, естественно, реакция это бывает негативная, негативная. Приставы по УПДС, в том числе группа быстрого реагирования, они привлекаются в том числе для обеспечения исполнительских действий, обеспечения безопасности приставов-исполнителей при совершении исполнительских действий. Люди действуют по-разному, иногда неадекватно. Неадекватно. Были случаи, когда пристав обливали кипятком, или, может, просто не допускали, закрывали двери, оказывали физическое противодействие. Это бывает при сложных производствах, таких как, допустим, выселение, сносы объектов. Допустим, в этом году мы привлекали группу быстрого реагирования для исполнения судебного решения по, сносам в Ямиконском районе, участке, где, осуществляется добыча золота. Должник нанял вооруженную охрану, которая в какой-то мере пыталась противодействовать, но тем не менее нам удалось, используя наши полномочия в соответствии с законом, исполнить это судебное решение. Все-таки уровень законопослушности в нашем обществе, недостаточен, над чем работаем мы во взаимодействии с многими коллегами, в том числе с представителями СМИ. То есть мы полагаем, если бы уровень уважения к закону был бы таким, как мы хотели, то, наверное, уровень исполнения решения был бы выше. К нам бы поступало бы меньше исполнительных документов именно для принудительного исполнения. Решения бы исполнялись добровольно, как это и должно быть.